Доброе утро, друзья! По традиции наше доброе утро начинается с доброй яичницы. И сегодня наша яичница не просто яичница, а мясная яичница. Это вот сначала тушнячок вот разогрели. Ну, тут это не мой тушнячок, это магазинский тушнячок. Он глазурный. И туда яички. Вчера праздник у нас удался. Конечно, все снимать мы не стали, но во сколько спать легли? Часиков 2, наверное, да? Во втором, да. Во втором часу легли спать. Приходил Генка еще в гости. Соседа. Посидели, поговорили, попели песни под баян. По всем, ну, теоретически башка должна была просто раскалываться. Она свеженькая. И тот, кто говорит, что мой рыбацкий напиток это хрень полная, что у меня просто будет башка раскалываться и все такое, не верьте ему. Состояние просто изумительное. Вышел на улицу, такой рассвет красный наступает, морозное утро такое, вообще. Градусов 15, наверное. Ну, сейчас заведем машину, посмотрим, сколько градусов, но сегодня день обещает быть просто супер. И, конечно же, надеемся на клев. Не супер клев, а хотя бы просто, чтобы поклевало. Просто уже соскучились мы, ну, чтобы на удочку охота. И, конечно же, есть надежда на наши палочки. Выручалочки, что вчера закинули на новом месте. На старом месте надо будет все поднять, потому что вода падает. За день упала сантиметров на 30, наверное, лед ложит. И вот осталась вот такая глубина буквально местами. Там уже, я не удивлюсь, если сегодня наши палки уже просто там, ну, без воды, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну давай седьмую еще. Вот такая у нас будет питательная яичница сегодня. Иван Григорьевич, как у тебя самочувствие? Ну, как всегда, на высоте. Я низко сижу, конечно. На здоровье. Что будем, глазунью или яичницу? Яичница. Как Иван тогда выразился, говорит, лучшая глазунья, да? Это как, говорит, стучишь по голове? А нет, садишься, говорит, на сковородку. Голой задницей на сковородку, и глаза, говорит, сами выскочат. Сами выскочат. Вот. Солить еще надо, да, посолить? Да, вроде бы нам соленые можно. Белая сирень. А у меня сейчас опять сирень. скажут, авторские права нарушает, блин. У меня почему-то серая рыбак, блин. Серая сирень у меня. Настроение, друзья, просто супер. А иначе быть не может. Отдыхаем вот так вот. Пусть не клюет, но в нашем улове есть два язя. Уже почему не клюет? Нормально все клюет. Да, если их норка не съела, может накормили, наверное, так думаю. Так что, друзья, короткий завтрак. Да. Собираемся и выезжаем. Нас впереди ожидает целый день полный нашей. Ну да. Если что-то сегодня будет там на новом месте, на новых крючках, обязательно добавим, переставим. Мы сначала проверим старые, возьмем в охапку и полным ходом туда. Встречаемся на льду, друзья. День обещает быть интересным. Лошадка, везущая хворосту воз. Все на рыбалку. Только что проехал буксировщик. Ураган. Санек проехал. За бортом у нас минус 16. С утра было минус 18 градусов. Иван Григорьевич, доброе утро. Здравствуйте. Оно доброе? Оно доброе? Доброе, красивое, безоблачное небо. Доброе. Санек. Представляете, они даже с машины выходить не хотят. Но я выйду, потому что по традиции у нас обзор ледовой обстановки на нашей любимой реке Печора. И если мы вчера видели, вот, что здесь все еще было вот открыто, сегодня все уже подо льдом, все замерзло. Ветер южный, но он очень холодный. Просто режет вот такой вот прекрасный рассвет.
встает солнышко. Печора парит, Печора еще идет. И я вижу, кто-то уже здесь, прямо здесь поставил палки на налиму. Вот они. Вот они стоят, палки. Где они? Вот они, палки на налимов. Народ рыбачит на заберегах. Народ ловит налима. Вчера Леха, говорят, поймал уже первого на трешку. Ну а мы вчера переставили тоже палки. Будем надеяться, что сегодня без налима мы не останемся. Вчера проверка принесла нам только 2 язя. Налима не было. Ну и там воды потому что не было. Сегодня будем переставляться, искать новые места. Жалко, конечно, что река еще не может остановиться. Так бы можно было перебраться на тот берег и найти лучшие места. А сейчас мы немного отъедем. Если получится нам перейти на лед, то попробуем здесь немного половить. Возьмем мальком и дуем на наши места. Переставлять палки, проверять палки. В общем, рыбалка продолжается. Сегодня мы без ночевки, сегодня едем домой. Увидимся на реке. Так, друзья, остановились на Печоре с разведкой. Будем попробовать пробиться. Попробуем выйти на лед. Вот вчера еще здесь было открыто. Вот. Чуть выше вот Явер, наш лесок. Там мы снимали обстановку. Вот буквально метров 150-200. Сейчас попробуем здесь выйти на лед. И вот здесь вот за дамбой выше подняться. И попробовать. Вот я взял одну удочку буквально. Лунок 10, наверное. Попробуем. Здесь иногда очень хорошо клюет хариус по перволете. Бывает сиг. Ловили хариуса, ловили сига. В общем, попробуем. Будем пробовать. Погнали. Аккуратнее, аккуратнее. Я первый спешнее пойду. Подожди. Не спеши, а ты успеешь. Первый я спешней пойду. Я спешней пойду. На, подержи мою эту удочку. Ты взял удочку-то? Нет. Почему? Потому что ты все равно сказал 2 раза попробуешь и пойдем. Лунок 10-то сделаем. Ух ты. А? Сразу лед. По всей длине. Так, здесь нормальный. Нормальный. Нормально. Нормально. Ой, пробивается. Он пробился. Он черный лед. Нормальный. Вчера еще здесь открыто было. О, пробивается с одного раза, в принципе. Ну, нормальный. Нормально, вышли на лед, значит будем пробовать. Вон где палки-то надо ставить, блин. Здесь надо палки ставить. А чё живцы вон эти? Может поставлю, сейчас посмотрим, да, хотя бы с десяток, да? У меня живцы недалеко здесь. Ладно, видно будет. Пока боремся, давай. Все, вот вышли на лед. Так. Ну как потолще? Он пробивается с 1 сантиметров 5-то есть. Все, может начинать буриться. Вот и, друзья, первая поклевка. Вот и хариус. Вот и хариус. Вот янцекадон. Вот он. Вот, друзья, первый хариус. Взял на нимфу, кстати. Был один сход, я включил. Взял на нимфу. Вот на такую нимфочку от Александра Мазая. Вон, янцекадон. Вот он и первый хариус. А до этого был... Он попадал, не знаю, он, не он.
Лед тонкий, сантиметра 3 всего. Попадал на нижнюю блесну. Блин, забыл. Но когда поднимал, нимфа зацепилась об лед, и он сошел. У Ивана тоже, да, говоришь, была поклевка? Вот он, наконец-то размочили счет. Ветер очень сильный, минус 17 с ветром. Это не камильфо, конечно. Но радует то, что была поклевка уже. Снизу у меня блесна с червяком, сверху просто голая нимфа. И просто на нимфу голую он, считай, хапанул. Без опарыша, без ничего. А первый раз попадал на блесну с червяком. Ну, нормальный хариус, что. И такой же сошел у меня первый раз. Ну, не знаю, он не он. Но поклевка была, и нимфа зацепилась об лед, когда вытаскивал, и он сошел. Сразу замерзает, вон на ходу, глаза сразу замерзли. Мороз, еще и ветер, вообще. Условия, конечно, пипец какие. О, тоже? Да ты ниже нагнись, Вань. О, и Ваня тоже поймал. Еще крупнее, чем моего. Это натуральный хариус. Янцика дано. Все. Дай-ка, дорогой, на ветру я тебя поцелую. Ух ты. Рукавица примерзла. Смотри, какой красавец. У тебя просто одна мормышка и все, да? Да. А у меня была поклевка, он меня тыкнул. О, значит... Видишь, что крупа дает, а ты говоришь, крупа? Так у меня же без крупы попало. Ну, так это же он у меня сперва клюнул. А не, мой первый клюнул. Ну, у меня Твоя вот крупа еще ниже по течению пошла. Твоей крупы даже по мине не было, у меня уже клюнул. ползет сюда, ему главное сдвинуться с места. Ваня все крупой посыпает. И это не первый раз, дорогой ты мой. Ну, конечно, то, что... Лед тонкий, вот вчера еще здесь была вода. А ниже там все зашуговано. Там, когда лед шел, его забивало и... ну, вообще блесна не может пробить толщу шуги. Вот сейчас, вот опять крупа пошла, подойдет еще один. Он, опа, трещит. Я вот здесь вот начал буриться дальше. И у меня лед треснул, я ушел. А, вот там дальше. Две лунки, в принципе, есть еще. Пойду проверю. По харису мы уже с Иваном поймали, это радует. Ой, червячок. У меня червя съели, оказывается, уже. Ладно. О, уже замерзла лунка. Вон буквально сантиметра 3 лед, не больше. А там и того нету. Вон треснул, когда начал буриться. Да. Прошлый год здесь глубина, помнишь, была? Мы даже найти глубину не могли, сносило. А сегодня мелко. По хариусу уже с Иваном поймали. Съемка сегодня будет, чувствую, недолгая. Аккумулятор на таком холоде сядет очень быстро. Так что пока выключаемся до первой поклевки. Я все-таки выловил его. Да, быстрее он замерзнет. Так вот так я этот... Ты снимай видео. Так я... Во-во-во-во-во-во-во. Смотри, какой Саня хариуса поймал. Пускай его. Обрыбился, Санек! Блин, как все хорошо начиналось, так все быстро и закончилось. Мы уже колели, пару часов времени здесь потеряли. Он один хариус. Вон Иван Григорьевич хариус. Да, ну-ка, на всю морду, не на всю? Да, ох, как раз. Размер. Вот и вся рыба, блин. Коченеет рыба сразу, минус 17 с ветром, вообще не камильфо рыбачить, блин. Давайте, мужики, поедем уже нахрен. У тебя такой же, наверное, мизинец, как у Саньки, блин. Оттуда что-то страшновато. Вчера еще вода здесь текла. 2 сантиметра льда есть, в принципе. Да мне кажется, на прозрачном хариус видит человека, уйдет, наверное. А? Думаешь, не боится? Не боится. Мне кажется, боится. Он все равно видит же, прозрачный лед же, хорошо видит. Дальше отпускать нужно.
А дальше, если у меня блесна нижняя. Ну ладно, теперь их отсюда трактором не вытащишь, блин. Раз клюнуло, все, Иван Григорьевича точно не вытащишь, блин. Да, Вань? Трактора нет. Ниву подгоню. У меня веревка длинная. Ваня сказал, кашей, пшенкой прикормил. Сейчас, говорит, вся рыба сбежится, блин. Ой, блин, ну ветрище, блин. Хоть палатку неси, блин. Да. Типа ладно, сядем, блин. Вроде южный ветер, да? Смотри. А пронизывает насквозь, блин. Морозный южный ветер, блин. Говорят, опять погода меняться будет, блин. Обещали потепление, что-то я не ощущаю ихнего потепления, блин. Щелкнуло. Что, клюнуло? Нет, щелкает эти, отлетает. А. Аж вот так подлетело. По полметра. С одной стороны хорошо, вот такое еще пару дней минус 17 и речка встанет. А потом будет только намерзать. Лишь бы снега не было большого. Чтоб все хорошо промерзло. Ладно, друзья. Опа, это что было, поклевка, нет? Что-то я не понял. В общем, их отсюда, конечно, собрать очень тяжело будет, но максимум час, и мы поедем дальше. Разведку сделали. Печора нам подарила трех хариусов. Трех хариусов нам Печора подарила, одного отпустили. Все хорошо. Завтра мы уже, да, Вань, сюда обязательно придем с кормушечками, с удочками. Надеюсь, завтра будет теплее, и завтра мы здесь еще порыбачим. Пока выключаемся. До встречи на налимах. Может, сегодня там ешь поклюет? Что, не клюешь, что ли? Вообще нифига. Григорий, ты ничего не поймал? Ни разу не Слышишь? Может, там сегодня ешь, может, поклюет. Может быть. Давление-то такое стабильное. Сейчас поедем. Если жиган клюнул, может там и жиган клюнуть тоже. Ну. Я говорю, что сам попробую. Так, с Печоры мы ушли. На протоке ёрш не клюет. Но зато сегодня приятная новость. Сегодня нам в ловушки зашли мальки. Штук 200 примерно есть. Хватит нам наживить наши продольнички, наши палки на налимов. Малек есть, это уже хорошо. В общем, все, оставляем машину, дальше едем на урагане. Ураган машинокласс, он выдает 100 км в час. Ну а потом посмотрим сейчас на протоке, еще на одном месте, клюет, не клюет, видно будет. Потом я пойду проверять свои палки, а Григорий с Саньком сходят на озеро, поднимут две жерлицы, что остались, ну и посмотрят, там клюет, не клюет сегодня. 2 хариуса мы сегодня же поймали, получается, значит рыба шевельнулась, значит скоро начнет клевать, получается. Как ты думаешь? Ножи-то есть запасные? Нету. Нету? Ты с этим замучаешься. Ты хоть мой или ножи поменяешь, у меня есть запасные. Ну давай там поменяю потом. Там? Да. Ну давай на протоке. Встречаемся на протоке. Григорич, поехали! Я вот до бурс свой отнес. Да, на парковку весь. Там же хрустит. Все, занимайте места согласно купленным билетам. Есть. У меня мягкое место. Ну так. 5-я точка всегда мягкая. Оба. Есть. Есть. Так, нет, так. Сейчас. Вам удобно? Очень даже. Так, Санек вообще как король, блин. комфортно. Он даже говорит, ему там жарко. Тут у меня хоть продувает, а в нем... Ага. Капюшон надевай. Все, погнали. Ваню! Иди Чайковского хряпнем. Я не против. Сегодня даже в рукавицах чай вот Санька пьет. До того ветер такой холодный, пронизывающий ветер. Сегодня мы обедаем без рыбацкого, так как сегодня ехать домой уже, садиться за руль. Да. Да. Опять скажут,
Эй, синева, блин, опять за руль пьяный. Пьяный за рулем преступник. Да знаю я, что пьяный за рулем преступник. Вот по этой причине я никогда не сажусь пьяным за руль. Хотя я никогда не бываю... Я не бываю пьяным. Я не бываю пьяным, да, все верно. Если знать меру, от рыбацкого напитка никогда пьяный не будешь. От него становится просто хорошо. Да, как вчера? Было замечательно. Блин, не может остановиться. Сплошной лед. Да уж. Ну это... Мне кажется, сегодня, если еще немножко поднапрячься... Вот он. Вот, осталось совсем немножко. Фарватер остался метров где-то 300 метров, где-то 500. Вот, остальное все... Но оно же нарастает, склеивается, получается, все равно. Ну да. Сейчас мы вот эти палочки все наши поднимем отсюда на мелкоте, которые, потому что здесь рыбы нет. Рыба здесь есть, конечно, но уже рыбачить нету смысла здесь, потому что вода падает по 30-40 сантиметров в день, и глубины не осталось. Там хоть метр воды еще есть, туда поедем. Чем дальше, тем рыбы больше, наверное, да, Иван? Говорят, не глубже. Сань, налей, пожалуйста, еще Чайковского. Потом уже, наверное, некогда будет, через пару часов Нет, стемнеет в том уже. принципе, да. Чем дальше от населенного пункта, тем больше рыбы. Тем народу меньше Народу, да, меньше рыбы. плотности. Так что сейчас тебе еще чайку. по Чайковскому Чуть-чуть. собираем с этого места все палки, независимо от того, что попадет, не попадет. Я не знаю, если Иван только оставить, не оставить, нет? Тоже соберешь палки? Хоть проверим. Ну, посмотрим, проверим. Которые на глубине, может быть, и оставим. А, рука застыла. Все, встречаемся на налимах, короче. Ты говоришь, каждый поет про себя. Этот едет у поезде мужик на второй полке, свесил ноги и качает, и читает, бубнит. А здесь дама такая прекрасная девочка, ну, лет 50. Это говорит ему: молодой человек, читайте про себя. Он говорит: здесь про меня ни хрена не написано. Я, говорит, вижу, вы хоть носки когда-нибудь меняли? Он говорит: только на сало. Я, говорит, вижу, что у вас в голове ничего нету. Мой голову с дустом, говорит, и тоже ничего не будет. И как, говорит, только таких земля носит. Он говорит: а я до Архангельска и в дальнее плавание ухожу. Понятно. Вот так вот шутками, прибаутками заканчиваем мы проверку палок наших. Палки. Проверка нам дала одного вот такого язика. Вот такой вот язина. Шире ведра. Ну вот вчерашние два язя. Закоченевшие. И попало еще два маленьких налимчика, но они заглотили глубоко, чтобы не вырывать. Оставили на палках в надежде, может быть, случайно под лед залезет крупный налим или щука и хапнет маленького налимчика. В общем, палок 10 мы еще оставили. Пусть будут, я потом их переставлю. Речка когда встанет на глубину, палок 10 пусть будет, не все будем переставлять. А вот эти палки, пачечку такую, мы повезем и закинем к тем палкам, которые у нас внизу. Там около 15 палок, 14 или 15, я не помню, вчера, которые закинули. И на них есть надежда, что там что-то да будет. Сейчас глотнем Чайковского, через часик уже будет темно. Придется проверять, наверное, с фонариками уже. Проверить, переставить и все такое. Все, погнали, встречаемся на налимах, надеюсь, они будут. Вот и вот Печора, вот забереги, которые есть, вот наши 15 палок. Сань, покажи тоже вот это. Вдоль зашугованности до Печора, между палками и между Печорой, которая идет шугой, вон все, гряда зашугованности, тут мель как бы идет. Ну, а здесь вот глубина где-то метр, где наши палки стоят, метр 20 где-то, наверное, вот так вот глубина. Вчера я замерял. Вода, конечно, падает. И сейчас мы посмотрим, есть что нет. Мальки начали уже подыхать, что сегодня около 200 мальков, но они задыхаются.
чтобы бутылка 5-литровая пробивает пищу. Влезла и все. Сильно большие дырки сделаем. Лед надо кидать в одну кучу, потом, когда будет снег, будем эти лунки присыпать, чтобы туда не мешалось, всегда надо лед кидать в одну кучу. Ну давай. Не видать налима. А тут что-то мелко, да? Тут вообще мелко. О, вода упала. Тут вон глубина-то всего. Малек живой. Второго нет. Так, ладно. Банку поставлю чуть пониже, где глубина. Здесь слишком мало. В другом месте поставлю банку. Вон, одного малька съели. Число, цифра 7 у меня самая любимая, так что давай, не подкачай. Что-то есть. О-хо-хо-хо. Акушара. Есть семерка. Семерка не подкачала. Окунь, Вань! Окунь! Не знаю, что не клюет. Ваня все пытается на удочку. Вот такой вот красавец-окушок. Порадовал, порадовал. Я уже и этому окуню ряд. Вот такой красавчик. Янцикадан. Круто. Хоть что-то, чем ничего. Заглотил аж до желудка, блин. Ну, начало есть. Конец будет. Хороший окунь. Вот там. Мы еще увидим рыбу. Я так думаю. Итак, друзья, осталось у нас 3 палки. Нас тоже 3. Так что в каждой палке, если будет по налиму, это будет очень хорошо. А надежда есть, потому что здесь зашугованность не меньше. Вот она, река уже рядом. По идее, налим, что? Он вот идти плывет, плывет, хоп. В общем, здесь налим, тут налим и там налим. 3 налима и нормально. Каждому по одному. Но не может же такого быть, чтобы ни одного налима не было. Ну, ёшкин такой, да? Что за невезуха, блин? А, какая невезуха. Ничего, будет и на нашей улице праздник. Праздник. 14 палок у меня, Иван Григорьевич такой поставил. Получается, здесь 3 у меня, еще одна у Ивана Григорьевича, которая на щуку. Иван уже идет, надоело, на удочку не клюет ничего. Ну давай, Налим, выходи. Твой выход. Хрена лысого, блин, а не Налима. Че, блин? Выключай. Итак, 13-я палка, чертова дюжина, посмотрим, счастливое ли число 13. Принесет удачу, не принесет. Когда не клюет, уже начинаешь всякую срань верить, блин. Ну, кто-то был. Оба малька съеденных. Кто-то был и ушел. И у нас остается последняя, крайняя палка, 14-я, и одна палка у Григорича. Все. Ну вот и крайняя 14-я палка моя. Что-то зашуговано здесь, здесь, наверное, точно никого нет. А так бы хотелось, конечно. О, видишь, как здесь шуга, он идет, как шугует, видишь? Что-то даже есть небольшое.
Нету. Просто шло по шуге. Ее переставить надо. Все. Осталась одна палка у Григорьевича. Представляю, там на лимище, да? Или как он на щуку ставил. У меня 0. Ну почему 0? Вон. Вот он. Вот он. Полосатый друг. От нуля все равно ушел. Так что я не горе-рыбак. Как Гена говорил, а я все какого не рыбак. Ничего, будет налим. Все равно будет. Никуда он не денется, когда разденется. Все, теперь мы переставляем. Вот так вот поставлю палки. Тын-тын-тын-тын-тын. И налим оттуда тын-тын-тын-тын-тын. И тын-тын-тын-тын. И будет все четко, блин. Бац-бац и в точку. Так, ну что, друзья, на этом прощаемся. Сделаю короткое включение при подведении итогов возле машины. Какой улов у нас за 2 дня получился. Без рыбы мы домой все равно не уедем. Встречаемся возле машины. Свети сюда, вот так вот. Ну и как я вам... Включаю? Ага. Да? Да. Ну и как я вам обещал, пока греется машина, подведение итогов. Вань, поближе свети сюда. Наш улов за 2 дня. Это вот такой хариус. Вот такой хариус. Вот сюда свети. На рыбу. Вот так, да. Вот такой вот язь. Вот такой вот язь. Третий язь. Ну и вот такой вот окунь. Выровняй его. Окунь. Так. Как делить-то будем? Я не буду брать. Я не знаю, я... А что ты не будешь? А мне зачем? Вот чего? Серег? Да ну, из одной рыбки, одну рыбку домой не потащу, ты что? Ну все равно поделим, что? Да ну, не надо. Что не надо? Кто будет брать надо, хоть по 2 штучки, а так Надо, что, блин? Надо, все поровну поделим. Ты Да. давай не это. Да ну, Да, вот это. что с ним делать буду? Сейчас, подожди. Это сюда, это сюда. Мне было удовольствие. Нет, я вон Съездить. одного хариска возьму. Давай не надо, я буду делить, а вы будете это выбирать. Ты сейчас отвернешься, Вань, Ну, и я буду говорить, кому какая кучка. Вон. Тут вот эта кучка, вот эта кучка. Дай фонарик сюда. Фонарик дай. Все. Все, давай, все. куда? Я Съемка пошел идет, да? Вернее, хозяин. Да. Так, вон, раз, два, три, 3 кучки. Как Кому шеф эта сказал, так- кучка? Это мне. Это Иван Григорьевичу. Эта кучка кому? Это Саньки. Это Саньке. Ну, вот этот окушок и язёк останется мне. Все, поровну поделили. Так. Так что каждый останется с рыбкой. Да, все равно заставил. Все делается по-честному. Так что, друзья, на сегодня рыбалка закончилась. Едем домой, отдыхаем. Ну, а завтра выходной сделаем? Выходной. Завтра дядя Ваня сказал выходной, послезавтра... Тоже выходной. Нет, послезавтра Выходной в субботу. обязательно. Только в субботу. Едем сюда. В субботу будет. До следующей рыбалки. Всем до свидания. Всем пока. Увидимся на реке. Да. Всем пока. Пока. Нас не видно. Вон, Всем дядю пока. Ваню видно. Вот. Видно. Видно. Всем пока.